Na początku этой святой мши отводится, дорогие братья и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, как освятил в эту воду, якою мы будем окроплены на вспомин нашего Христу. Нехай Он допоможе нам заставаться верными Духу Святому, якого мы приняли в сакраменте Христу. Всемогутний вічний Боже, Ти пожадав, как праз воду, яка з'являється криницею життя і служить для очищення, були очищені так само наші душі і отримали дар життя вічного. Просим Тебе, освяти эту воду, якою ми хочемо бути умацовані. Твой день, Пане, обнови у нас животворчую крыльцу Твоей ласки и оборони нас от всего злого, якое погрожает души и телу, как мы могли с чистым сердцем наблизиться до Тебе и отримать Твое избавление. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Нехай всемогутний Бог очистить нас от грехов и праз эту евхаристичную охвяту учинить нас годными брать удел небесной гостини Его благодарства. Аминь. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Деля великой хвалы Твоей, Пане Боже, Владарь небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Яки берешь на себе грехи свету, прими моление наше. Яки святишь праворушайца, змилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым, ухваля Бога Отца. Аминь. Молимся. Всемогутный Боже, будь милосердный над слугов Твоих и помножай в них дары Своей ласки, как живою верой, надею и любовью, яны завсёды верно заховывали Твои заповеди. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей владавец в едности Духа Святого, Бог празусе веки вечные. Amen.
пророка Єремії. Рада пастирам, які будуть і розсіювати віршик ваше моє, каже пан. Тому, так каже пан, Бог Ізраїля про пастиру, які пасуть народ мій. Ви розсіяли віршик моїх і розознаєте їх, і не клопочите про їх. Ось я покараю вас за злу учинком ваших, каже пан. Я заберу поцілунок овечек моїх в усю землю, які оправдав їх, і верну їх у ушарну їхню, і будуть плодитися і помножатися. І поставлю над ними пастирів, які будуть пасуть їх. І більше не буду полохатися і боятися, і ніхто не удивиться, каже пан. Ось, настануть дні, каже пан, і обуджу для Давида паросток справедливий, и задомную корову, и будет музом, и будет шуметь правосудие, и справедливость на земле. У дни Ягоны избавлен будет Юда, а Израиль будет жить у беспечности. Его семья Ягонная, яким будут называть его. Пан, наша справедливость, это слово Божие. Дякую, Пану Богу. Пан пастырь мой, не буду меня старше. Пан пастырь мой, не буду вечно старше. Пан пастырь мой, ничем не буду меня старше. И он дозволяет спочивать мне на зеленых пашах. Да буду спокойных глядя мне, и он душу мою поживляет. Пан пастырь мой, не буду вечно старше. Накеровывай меня на стежки справедливости, деля имя своего. Коли народ пойду в долины смертного тени, не буду бояться зла, бо ты со мною. Твой жезл и твой посох меня утешают. Пан пастырь мой, не буду вечно старше. Ты столбы меня накрываешь, на очах моих ворогов, намашиваешь голову мою олеем, келих мой переполненный. Пан пастырь мой, не буду вечно старше. Соправдать одобрением и милосердством будут со мною во все дни життя моего. И поселюсь я в доме пана на долгие дни. Пан пастырь мой, не буду вечно старше. Читание послания святого апостола Павла до Ефесцам. Браты, теперь во Христе Иисусе, якие колисти были далеко, стали все близкими, дякуючи крови Христа. Бо Он мир наш, який учинил одно и другое один, и мур ворожести, что поделял, зруйновал у теле своим, а закон заповедей знищив научанию, как с двух створить у себе одного нового человека, усталевываючи мир, и в одном теле снова примирить одних и других с Богом раскрыш, забивши на им ворожесть. И пришедший, он объяснил мир вам, якие далек, и мир тым, якие близко. Бо праз Его мы, одни и другие, маем доступ к одним духам, дайте. Это Слово Божие. Дякую, Пану Богу. Аллилуйя.
Овечки мои слухают голос мой, каже Пан, и я веду их, и они идут за мною. Пан з вами. Читання Святого Євангелія Павла Марка. У той час собрались апостолы каля Езуса и рассказали ему все, что зробили и чему научили. И он сказал им: «Пойдите одни у пустынное место и крыху отпочните, бо так шмат людей приходило и отходило, что нават не было им коли поесть. И отплыли яны у пустынное место на чаўне одни. И убачили, что яны отплыли, и шмат кто доведавшийся, пешки збеглися туды з усіх городов и опередили их. Вышавши, Езус убачил мноства людей и злитывался над ими, бо яны были як овечки без пастыря, и почал их вучить многому». Это слово Пана. Тыдзень тому назад, памятаете, вам Иисус выслал апостолов под руки, говорит: «Идите и научайте, объявляйте Божье Слово, оздоровляйте хворых». И сегодня, не знаю, сколько они там были, бо в Евангелии не подадено, а сегодняшний кавалок Святое Евангелие летят дальше того, что отбылось тыдзень тому назад. Апостолы вернулись, может быть, тыдзень, может два, может месяц там научали и Божье Слово. Вернулись, ну и ведомо, каждый вернется. Буду хоче рассказать, как все отбылось, Иисус собрал их, посадил, ну, рассказывать по черзе, правдоподобно Иисусу говорили, кто что зробил. Вельми были рады тому, что отримали такую Божью ласку. И выдавалось, что апостолы все уже готовы, идите в свет и научайте. А Иисус Христос им говорит правдоподобно трохи иначе, чем они хотели почуть. Говорит так: «Пойдите одни у пустынное место и крыху отпочните». Чим є гэтый адпочинок? Чому одне пустынне место? Не ведаю, чи у вас так здарилося, може хто-нибудь виїхав на якийсь відпочинок на море, або там у гори, там десь далекі країни на 2 тижні, на 10 днів. І коли вернувся, говорить: ну нічого, треба ще після цього відпочинку ще один день віддихати. І так вельми часто стається в нашому житті. Та який він повинен бути гэтий сапраўдны наш відпочинок, каб ми могли набрати сил? Ну, Иисус Христос докладно говорит: одни, как были. Чему одни? Мне один знакомый святар рассказывал, знакомые его были на море, на пляже, говорит: ksiądz, на пляже не было места, где даже коц разложить, как можно было положиться. Столько людей на толпу. А ksiądz, скажу еще одно: там 500 метров далее, 500, как сам пляж, 500 метров пустота. Люди пхаються там, де трудно. Бо хтось говорить: ну, коли все, та ніхто не живуть, тут лепше сонце, лепше вода, лепше сонце, лепше пісок, чим там 200-500 метрів. Люди пхаються. Видите, що вона йдуть побояться бути самі, побояться у себе, у своєму житті сказати: ні, не відповідаю. Представьте, на пляже лежиш, там шмат людей, лежиш. О, який мужик уже тут. О, собака яка. А эта женщина, как слышно, ой, это какие шарики, а хот-доги там были по 7 рублей. И человек все время обсуждает когось критикует, но не свое життя. У тлумі таких шмат людей можно роздать покритиковать. На свое життя звертать не будем уваги. И поэтому Иисус Христос не посылает под двух на пустыню апостолов. Но когда мы пошли, когда мы писали, видите, что я учу в школе, у нас в школе что полгода треба было написать такую самохвалку.
Czyli про себе, что ты доброго уже не треба на карточку А4 написать, треба помниться, даже навести столько добрых речей. А треба было писать. Так само Иисус Христос побоялся, что апостолы, когда отправить по двум, по трем рыбачинам, или будете обсуждать. Вот я зародил столько хворых оздоровений, а я столько, я таких оздоровений, а я таких, а я тут певно выгонял ваших христиан. Просто вы хвастались один перед одним. Я говорю, Христос, идите по одному, не для того, как хвастаться. Але задайте себе питання, дякуючи чиєї емоції в цьому все отримати. Бо можна забити. Чоловік може у житті отримати в дитинстві, наприклад, там якомусь віку оздоровлення, зуб зібрав оздоровлення. Батьки молилися, дяди молилися, сам чоловік молився, отримав оздоровлення. Проходить часами 3-5 годов, уже не памятаем, уже Бог нам не нужен. Нам уже все, мы уже сами оздоровились, мы уже забыли, что Бог колись дал нам оздоровление. Сьогоднішнє Євангеліє говорить, як знайти справедливу дорогу до відпочинку, то ми повинні знайти справедливого пастора. І перше читання говорить з пророка Єремія. Гора пасторам, які гублять і розсіюють овечки паша моєї кажана. Про кого це розговорка йде? Про ксенцов? Так. Про біскупов? Так. Про папу римського? Так. Про вас? Так само так. Ви так само з'являєтеся пастирем. Пастир – це той, хто дає приклад. Приклад християнського доброго життя, приклад забравної любові. А ми забуваємо про це. І ці пастирі, Ісус Христос, Він не моцно критикує, Ісус Христос, а Єремій не моцно критикує. Тому так каже пан Бог Ізраїля на пастирів, яких посвятив народ свій. Ви розсіяли овечок моїх, і разогнали їх, і не клопотилися про їх. Ось я покараю вас за зло учинків ваших. Але, на що говорить это Єремій? Не как настрашить народ. Нет, хочет просто устудить у народа одну вельми важную вещь – любовь. Чего вы сюда приходите? Если вы приходите с боязнью перед пеклом, это не дорога тайна. Если вы приходите с любовью до Пана Бога, вы чуете, что сегодня неделя, что треба отдать пошану Пану Богу. Ты сами да, это любовь дает, любовь треба тебе примусить. Так, когда мужик с жонкой живут вельми долго, то сами этой любовью треба себе примусить, может, прожились. Так само и тут, так само и ладусь над Богом. И Бог нас хочет часами не примусить, а хочет нас накировать на добрую дорогу. И про это говорит сегодняшнее другое читание. Теперь у Христе Иисусе вы, які колись были далеко, сталися близкими, дякуючи крови Христа. И далее апостол Павел описывает, что про два тела. Одно далеко, другое близко. Близко – это народ выбран, далеко – это пахан. А это так само близко Пана Бога, это наша душа, далеко – это тело. И Иисус Христос хочет нас поеднать в одно, как мы были одно и творили. Хочет нас накировать на правдивую дорогу. Такая история правдива. Был перед жаунер, який нашел колись маленького бужа, маленькую змею, вельми моцно ядовитую. И он эту змею от малого кормил ягодками, жабками, слимаками, так, чтобы эта змея выросла. И полного разу этот жаунер взял с собой эту змею на полигон. И когда так был замучен, положился, заснул, а когда открыл очи, глядит, перед ним стоит змея, он ставит на атаку. Ведая, поскольку знал себе доброго змея, ведал, что нельзя ani боком моргнуть, ani крикнуть, ani пошевелиться. И такой поставе лежит 5 минут, 10, 15, уже начиная проклинать этого ублава, якого вигадав на свою шию, пробачте, коли ласка. Лежить далее, минає полгодини, і задає себе питання, чого мене ніхто не шукає? Там чиїсь жаунери на полігоні, ніж повинен убачиш, що я не мав часу, повинен блести по мені. Прошла година, змей опустил голову и отполз. Этот жаунер говорит: ах, гад, я тебя с утра забил. Вертается он на апостола, где были остатки, глядеть, а там никто не живет. Всех позабивали, была облава, всех продавали. Братья и сестры, в нашем житті так само есть.
Бог часами ставить перед нами такую змею, щоб вона оттянула нас, щоб ми не загинули. Острозьке наше життя. Ми часами кричим, нарекаємо, вспоминаємося, Пана Бога призиваємо, наші близькі нас покинули, сусіди нас не слухають, браті і сестри, діти нас не слухають. Але для чого це все? Треба себе задати питання, треба глядіти на своє життя критично, зверху. Може, як я направив своє життя? Може, щось змінив? Бо ми вельми часто думаємо, що те, що ми вбили собі в голову, це найлегша дорога. Не ведаю, чи ви глядели, в інтернеті є такі фільмики, вельми цікаві, психологічні, евангелістичні, докладно. Расскажу вам про один. Темная ночь. Тьма великая. Туман. И женщинка едет аутом. Ну и за хвилину это ауто. Ты затрималась. Пробуя на его подпалить не может. Завести так само не может. Розная речь, один, другий, третий раз. За хвилинку з'являється мужик. Тварь выкривленная. Страшно. Лучше глядать в каждую нужную историю. Тот человек скажет, что больны, психично больны, или того, что зробить. И она позакрывала двери, а он пробує їй щось побачити за окном. А я на на вулиці тренування пробує завести эту машину. И он уже стукает в дверь, где окна. А она все равно кричит и пробує далі завести эту машину, вот поехали. И он бере камень, выбивая окно, и она так само держится руля, не пуская руля, бьет его, царапая, кричит, спускается. Наконец, он ее врывается до руля, и поезд проезжает, и он успевает. Вот это и все наше життя. Докладно наше життя. Мы в своем житті себе зробили план на наше життя, и видно, что в нашем житті больше никто нам не скажет жить. И мы так едем. И часами есть разные ситуации в нашем житті, бо Бог хочет нас вырвать. Чему? Как не было этой смерти. Как не было смерти, как мы не загинули. Хочет накировать нас на добрую дорогу. На дорогу к Пану Богу. И поэтому Иисус Христос говорит, идите сами особенно и отпочните, поглядите на своє життя критично. Бо тільки дякуючи этому можна спасти своє життя. І всі ці різні нещастя, або тяжкий муж, тяжкая жонка в семье, это не поэтому, потому что це правдиві яйкості, а как нас урятовать, как мы не загинули в нашем житті. Это мы вельми легко, и тоже говорим, поддаемся, опускаем руки. И не хочем поднять этой обратной борьбы о Бога, а затем просим Пана Бога, как мы могли разом за апостолами, за правды, пойти и отпочить, особенно на пустыне, как мы могли поглядеть на свое життя критично, убачить не только дрянные поступки, а и добрые, бо у нас таких шмат, бо не треба себе заводить якусь психологическую яму, а не депрессивную яму. Бог хватает, что нам скажет. Але подякувати Пану Богу треба, коли ми бачимо древні якісь речі, або бачимо людей, які хочуть нас накерувати по добру дорогу. Прийняти і пробувати направити наше життя. Вірувати на Бога, а не совсем. Створителя неба и земли, всякого важного и неважного, и родина Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого от Святого, Бога соправного от Бога соправного, народженного, а не скорого, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, подле Писания, и взошел на небо, садись праворуч Отца, и знов придя в хвале, судить живых и померлых, яко владарству не будет Отца, веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв раз пророков, веру владимир святых католицкий и апостольский костел, вызнаю один и прост,
для отпущения грехов, и шагаю воскрешения помилуй, и життя вечного в лучшем свете. Amen. Umocowany Świętym Duchem uzniesiony przez Jezusa Chrystusa subłonne modlitwy i prośby dla Boga Ojca. Молимся за Святый Костел, как давал сучасному свету приклад верности и любови. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наше решение, как за заступництво святых нашей земли и на Трома Божьего Богу благословения. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нехристианские народы, как они познали коштовности, які об'явив світу Ісус Христос. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за христианские семьи, как свою едность и мост Духа черпали сукмольного удела в Евхаристии. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які знаходяться на отпашинку, как они обновили свои силы и поцеловались в вере. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собранных колен Парапаном, как за встречу с Христом в часе Святой Мши, содействующего нашему соправному духовному возрастанию. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Милосердний Боже, дякуємо Тобі, що Ти нас вислуховуєш і неспинно дорожиш нас Твоєю любов'ю через Христа Пана нашого. Amen. Дай свята молитва через нашу и упашу, да хранися моим вкусом и кровью, прославление, да хранися моего сердца и очисти. Ай, Бой, Дух Святый, наполняй меня, да хранися моих очей и убашу, да хранися моих вкусом и кровью, прославление, да хранися моего сердца и очисти. Хай Твой Дух Святый наполняет меня. Молитесь, как мою и вашу я клятву принял Бога и тех, кто могутные. Нехай Пан Бог прийме отряду з рук Твоих на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Всевогутный Боже, всеотвярный старый, заповедан среди Ватина и досконалая вера. Прими дары от данных Тебе слугов, як принял дары справедливого Авля и освяти. Как то, что каждый из нас, складая на Твою хвалу, на хвалу Твою величи, послужи вам всем наставление, прос Христа Пана нашего. Аминь. Слава Садами. И с Духом Твоим Гору серце. узносим мы Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Богом справедливо. Справдивом наведа и справедлива, слушна и праведна, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане Святый Отче, всемогутный вечный Боже, раз Христа Пана нашего, Бою злитости до грешного человечества, народился с Анны Марии. Про свою руку на крыже вызволив нас от вечной смерти, а про свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому с ангелами, архангелами и всеми святыми
Мы обещаем Твою хвалу, право возомзини, ускрикающий. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ty święty, krynica wszelakiej świętości, тому jedności z усім Kościoła. У першы дзень тыдня, калі Jezus Chrystus уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога праз Христа, просім Ciebie, усемогутный Божа. Освяти гэтыя дары, рассолью Духа Твоего, как яны сталіся для нас целом и крывёю нашага Пана Jezusa Христа. Ён, калі добровольно вydał siebie na muki, узяł chleb i падзяку Табе складаючы, ламаў i rozdawał swoim uczniom każdy. Bierzcie i jeszcie z гэтага ўсе, bo гэта jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynom po wieczery wziął kielich, znów Tobie podzięku składaючи, podał swoim uczniom każdy. Bierzcie i pijcie z jego usie, bo гэта jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapawietu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita, dzieła odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć. Это великая таямница веры, обвещает смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и шагаем Твоего преступления. Wspominający śmierć i z mертwych powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как всех нас, приймаючи тело и кровь Христа, Дух Святый собрал у одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój, rozsiejny po всем świecie, udoskonale w любови razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Kazimierem i всім duchowieństwem. Pamiętaj tak samo про bratów i sióstr naszych, jakie posnuли nadzieję na воскрешение, i про всіх, хто в Твоей ласce дышал z этого światu i dozwól mu zobaczyć światło обличия Twojego. Prosimy Ciebie, zmiłuj się nad усіми nami, jak my zasłużyli udział w życiu wiecznym, u jedności z Najświętejszej Bogorodzicą, Pannej Maryjej, ze świętym Józefem, jej obrannika, ze świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, aniołami, świętym Janem Pawłem II, siostrą Faustyną i всіми świętymi, jakie z wieku podawali się Tobie, jak z nimi i my chwalili i prosławiali Ciebie przez Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Раз Христос, Христоwie u Chryście, Tobie Boże Ojcze Wszechmogutny, u jedności Ducha Świętego, usia Paszana i chwała, razu się jak i wieczny ja. Молим się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz. Который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня,
и отпусти нам пробиты наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, ale zbaw nas od zła. Просим Тебе, Пане, спал нас у всего злого, дай ласкаво с упокоим дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греха, и захованы у всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Твоего богатства и мощи хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю Wam, supokój mój dаю Wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodnie z Twoją wolą, a daryć Jego supokojem i jednością, jaki żyjesz i władarisz na wieki wieczne. Supokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. И с духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Божий, як і я на Тебе, Змилуйся над нами, раку Божий, який береш на себе раді світу. Змилуйся над нами, раку Божий, який береш на себе раді світу, подари нас упокой. Будь бараnek Boży, будь той, хто бере на себе грехи світу, благословленный и покликанный на вечеру Яковою. Пане, я не порадил, как Ты пришел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
мовчання, скриня білої кости, забери мою землю, а пришинки крия, якія застануться, а пришинки крия, якія застануться. Раздай тим, хто не вірить у своє прагнення, раздай тим, хто не вірить у своє прагнення. Хліб найзішейший, отдохни своим молчанием, скриня белой кости, забери мою тему. Молимся. Просим Ciebie Boże, da pomoży miłościwa Twojemu narodu, jaki Ty wzmocnił najświęciejszym sakramentach i uczyni, aby on pokinąwszy stary grechowny, skreślał do nowego życia w cnotach. Przez Chrysta Pana naszego. Объявы душпастерские. 22 липня в четверг свято Святой Марии Магдалены. 23-го свято Святой Бригиды, законницы и опекунки Европы. 24-го успомин Святого Шарбеля, презбитера. 25-го у неделю свято Святого Якуба Апостола и успомин Святого Кришнака. З этого нагоды отбудется благословение транспортных сродков 25 липня после кожnej świętej mszy. Adoracja Pana Jezusa w Najświętejszym Sakramencie intencji naszej rodziny będzie odbywać się następnym czynem. U poniedziałek jej nie ma. W wtorek, środę, czwartek, piątnicę z 14 do 21, w sobotę i niedzielę z 14 do 19. My szukamy dyżurnego, aby nasza kaplica była odczyniona ciągiem dnia, kiedy łaska, kto chce. Można zвернуться. Я без великой хэнти живу шикарно. А я потом не забрал это удовольствие. Я тут сидел в каплице, спокойно молился, пил чаек. Дякуем за ахвярование на будову святыни, за спев и правду литургичную, за прибирание каплицы и тем, кто дежурил. Помолимся за тих, хто на тим дні святкує дні народження і юбілеї, хто чекає народження дітей з добродіїв, передавців. Помолимся за новоохрещеную Ульяну и батьков их родственников. Так само попросим о новых добродеях, будовництва санктуария Божьей милосердности, за нас, доручающих кожного посолку, опецы Матери Божией Руженцовой, в Твоем обороне отдаемся. Святая Богородица, в наших потребах не погожай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас за шуды. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас выручай, Сыну Своему нас наповай. Дякую, что вы явствуете, вы видите это Божие благословение на целый тиждень, у нас тяжко чекает. У нас так само. Пане, все, что тяжкое, нас служит нашим миром. Пан с вами. И с духом твоим. Нехай вас благословляет Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите у спокою Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною,
Супроть спокуси і восстать злого духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божий, скинь у пекло Шатана і інших злих духов, які на згубу душ смирюсь по світі. Амінь. Святий Боже, святий Боже, святий несміяний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий Боже, святий несміяний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий Боже, святий несміяний, змилуйся над нами. От пожару Твоей заразы, барани нас, Боже, от греховной и неспосланной смерти, стережи нас, Боже. Мы грешные, Тебе Богом просим, выслухай нас, Боже. Хвала Тебе, великий Бог. Хвала Тебе, великий Бог. Днем и ночью, Боже, славлю я Тебе. И счастливый я, что Ты живешь во мне, и спеваю для Тебя я